Рамадан, мои дорогие братья, это шанс. Он пройдет и не вернется. И если вернется, то только уже через год. Когда он вернется, мы можем оказаться больными, или у нас будут препятствия, мешающие стоять вместе с имамом. Мы не сможем молиться и обращаться к Аллаху. Кому-то из нас приходится молиться сидя. Быть может, настанет следующий год, а мы будем лежать на белой кровати или находиться в больнице, проходя лечение. Человек не знает, что будет с ним. Мои любимые братья, Аллах почтил нас. А если Аллах благословен и возвышен чем-то почтил раба, а он отвернулся от этого почета Аллаха, то он будет лишен его до своей смерти. Поэтому, что сказал Аллах могучий, он и великий пророку, да благословит его Аллах и приветствует, о лицемерах, которые отказались выйти на джихад? Если Аллах возвратит тебя к некоторым из них, и они попросят у тебя дозволения отправиться в поход, то скажи: вы никогда не отправитесь со мной в поход. Все, это конец. И никогда не будете сражаться вместе со мной против врага. Вы были довольны тем, что отсиживались в первый раз, посему отсиживайтесь вместе с теми, кто остается. Вы непригодны для того, чтобы приносить помощь религии и того, чтобы стоять перед Господом миров. Так Аллах разгневался на этих лицемеров, что поселил лицемерие в их сердцах до самой смерти. Аллах сказал: никогда не совершай намаз по кому-либо из них, и не стой на его могиле. Ведь они не уверовали в Аллаха и Его посланника и умерли нечестивцами. Пусть не восхищают тебя их имущество и дети. Аллах желает только подвергнуть их мучениям, имуществом и детьми в этом мире, дабы они расстались со своими душами неверующими. Подумайте, мои любимые в Аллахе братья, эти аяты о лицемерии и лицемерах, однако мы тоже должны смотреть на них. Аллах могущественный и великий забрал у них свое покровительство, защиту и наставление, потому что они отвернулись от Его подарка и почета. А сейчас Аллах почтил нас Рамаданом. Другие из нас находятся в больнице. Кто-то умер, не дожив до Рамадана. Кто-то сейчас находится в бессознательном состоянии. Кто-то лишился этой милости Аллаха. Он ест в течение дня, и даже недозволенную пищу, а запрещенную. Пьянствует день и ночь, и при этом он мусульманин, и имя у него мусульманское, но живет он в совсем другом мире. Он есть, но Аллах изгнал их и не примет их. Однако Аллах не пожелал, чтобы они отправились в поход, и задержал их. Им было сказано: отсиживайтесь вместе с теми, кто остался отсиживаться. Мы просим Аллаха сохранить нас под Его защитой. Мои братья, подарок дарован вам. Не проводите же Рамадан, как Шаабан. Клянусь Аллахом, если бы мы остались наедине с самими собой, искренне отчитав себя, мы бы поняли, что не благодарим Аллаха за эту милость. Мы постимся днем и читаем таравих ночью. А скольким постящимся ты сделал разговение? Разве если ты сделаешь разговение постящимся, это не удвоит твою награду? Если каждый день ты будешь делать разговение для одного человека, то получится, что ты постился 2 месяца. Если ты сделаешь разговение для 2 постящихся, то получится, что ты постился 3 месяца. Кто из нас устраивает разговение для постящихся? У нас только пост и молитва, и все. Подарок дарован нам и открывает перед нами большие возможности. Мольба принимается весь день от фаджра до магриба. Не будет отвергнута мольба постящегося, пока он не разговеется. То есть с фаджра и до магриба твоя мольба принимается. Некоторые молящиеся за имамом обращаются с мольбой во время фаджра, зухра и асра, потому что это время ответа на мольбу. Аллах собрал для тебя 2 причины получения ответа на просьбу: пост и земной поклон. Потому что самое близкое положение раба к Аллаху, когда он находится в земном поклоне. Братья мои, нам дарован подарок, так как мы его приняли и что мы сделали с ним.